Смерть каждого из нас – это психологическая травма для наших близких, это горе для них. И даже как несчастье для семьи. Но, скажем, смерть высокопоставленного лица, народа, страны или для нас, Чувашской Республики, это вызывает подозрение власти и тем самым неуверенность в завтрашнем дне. Смерть Михаила Игнатьева – это попытка забить в самое сердце России клинок вражды с целью вывести народ на тропу войны и затянуть в хаос. Я, Олег Самана, призываю народ Чувашии сохранять верность к традициям, добрососедские отношения со всеми соседями, сохранить верность многовековой истории развития с русским народом, ибо между нами нет никаких границ. Но у современной власти есть свои враги, которые никоим образом не относятся ни к нам, чувашам, и ни русским или другим национальностям, которые проживали в составе Советского Союза. И эта сила делает попытку бросить в костер войны чувашский народ, который на сегодняшний день является самым мирным, спокойным, терпеливым. Этот народ занят благородным делом, земледельческим, аграрным трудом, строительством. Сам я 16 лет по вахтам по России работал, и последние 7 лет работал в фирме Санкт-Петербурга. Строил железную дорогу в области и скоростную Москва-Санкт-Петербург. Это мясной бор, в Шушарах, в городе Пушкин работал и строил мостовые развязки. Смерть экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, деятельность которую пытались опорочить, теперь хотят нам преподнести как способ вызвать неудовольствие среди населения. Но возникает вопрос, а подавал ли тяжело больной Игнатьев, и я слышал, что у него была операция на сердце, судебный иск для восстановления своей прежней должности? Думаю, нет. Кто видел иск? А вообще был ли в природе этот иск? А если нет? Народом Чувашии, а здесь проживает представители 120 национальностей, я прошу хранить спокойствие. Нам не надо вражды. Средствам массовой информации прошу не раздувать костер войны. Сегодня не тот день, чтобы гневить Всевышнего Бога. Но он был светлым и человеком и любил свой народ. Вот светлая ему память и Царство ему небесное, значит, и будем молиться за то, чтобы, значит, Господь принял его в Царство Небесное, и история, она скажет в ближайшее время свое слово. Спасибо. Удачи вам. Да.
был поистине чувашским народным президентом. Это большая очень утрата. За 9 лет, около 10 лет, он очень многого сделал. Его жизненный вот этот путь и его биографии, где он работал, еще обязательно изучат, и книга выйдет, и фильмы выйдет. То, что он делал за это 10 лет, около 10 лет, очень много, одним словом не скажешь. Жаль, ушел в самом рассвете сил. Думаю, благородный народ болгаро-чувашский помнить его на века, потому что не самое легкое время он принял. Да тяжелое было время. Да, он тянул как мог. Потому что пресс был такой сильнейший на него. Да, он был поистинный народный президент. Он мне чем понравился, когда Крым присоединили к России, мы около Чувашского драмтеатра, он как народ со всеми здоровался, буквально, и впервые я даже сам он тянулся к народу, никогда не забуду. Со всеми он был приветлив, невысокомерный, не зря вышел из рабочих. Я говорю о памятнике Андрею Григорьевичу Николаеву. Когда у меня возникла вот эта идея, мы с ним встретились, скульптор Владислав Немцев и я, как председатель Совета ветеранов Республики. Михаил Васильевич, мы хотели ставить на 50-летие полета Андрея Григорьевича, а Михаил Васильевич тогда попросил, говорит, объявлен год космонавтики, и давайте, говорит, мы в этом году сможем поставить. Ну и мы договорились поставить в год космонавтики в 2001 году, что и было сделано. Памятник Андрею Григорьевичу стоит и будет долго стоять. Соответственно, он поддержал идею, когда академику этнопедагогики, нашему земляку, тем более мне двойной земляк, он из Яльчевского района, с соседней села. И мы академику Волкову поставили бюст на родине, в Большеяльчиках, и в городе между улицами Гагарина и Николаева стоит вот этот памятник академику Волкову. Так что у меня просто обидно мне сегодня то, что когда я услышал, что в связи с утратой доверия президент снимает Михаила Васильевича, а утрата кому? Народу Чувашии или ему лично? Вот это мне было удивительно. В связи с утратой. Был избран народом. Игнатий был избран народом, и я считаю, что нужно было провести голосование народа или референдум провести. Народ доверяет ему или нет. Вот если бы народ не доверил, тогда снимай. Это же все-таки республика отдельная, это не область просто русская, это национальная республика, народом избранный глава республики. Мы с ним-то познакомились раньше еще, до президентства, до министерства, знали мы друг друга. Ну вот, то, что случилось, то случилось. Обидно, что вот такой человек ушел из жизни. Для республики за время его управления республикой, конечно, я скажу, сделано много. Очень много сделано. Для меня дорого особо. Это памятник Андрею Григорьевичу Николаеву.
и академику этнопедагогики Волкову. Мне хочется сказать, что Игнатьев на свою работу, на город, на районы Чувашии, он смотрел, наверное, хозяйскими глазами. Да, он именно Он- хозяйственник, он и был Он видел, как крестьянский это добро, которое, сын. да. Он видел это все своими глазами, и поэтому для республики он сделал много, я скажу. Я думаю, чувашский народ ее будет помнить. Будет помнить обязательно. Он не забудется и не выйдет из истории. Даже он в России уже Не попал выйдет. в историю. 9 лет он управлял республикой, 10-й год уже управлял, да? И я так думаю, что памяти народа останется со временем. Люди ему еще, может, поставят памятник. Да. Вот так я думаю. Спасибо. Спасибо вам за интервью. Доброй памяти. И весь чувашский народ наш скорбит по этому трагическому случаю. Я считаю, что все же это гибель трагическая его. Как вы сами думаете? Вы знаете, я сегодня очень много общалась с людьми. Я представляю Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Чувашскую ассоциацию, да? Вот, и могу сказать, люди в трауре, люди страдают, люди переживают, и у всех действительно неподдельное горе. Я слышу только добрые слова, особенно те, кто с ним работал бок о бок. Люди, которые знают его. Вот была такая цитата, сейчас скажу. Мужик, который может взять мешок картошки, не одев перчатки, не сменив костюма, да, говорит, работает везде. Они отработали с ним и очень переживают о том, что почему так чернят. Надо как-то прекратить вот это вот, да? И сплетни, шумы, разговоры. Пусть все останется, не знаю, пусть все уходит, Ну, честно. знаете, Для меня это жестко, потому что я не люблю шоу, не люблю показух. И считаю, что я приехала сюда и слышала только приятные воспоминания, огорчение, что человека нет. И еще у людей сейчас недоумение, а что будет дальше? Я говорю, а в чем проблема? Они говорят, а что будет с республикой? Вот это вопрос. Это не я задавала вопрос, это задают окружающие. А это все об этом Вот, сейчас что будет с республикой? Я развела руками, говорю, то есть, говорю, вы не знаете? Они говорят, нет, мы не знаем. И это беспокоит людей, это волнует людей. И сказать, что всем все равно, это неправда. Спасибо. Я инженер. Сегодня у нас печальный день. Мы провожаем последний путь нашего бывшего, можно сказать, руководителя, патриота чувашского народа, который очень много сделал для Чувашской республики, для народа Чувашии. И мы склоняем голову перед ним. Ему было тяжело, очень много и критиковали, но он все равно делал свое дело. Старался, был патриотом, несмотря ни на что, на большую критику со стороны, он делал свое дело. Так на него, наверное, был прессинг, такое На него сильнейшее был- давление политическое. Да, на него был очень большой прессинг. Он был человек очень порядочный, честный. Он все через себя пропускал. Поэтому, я думаю, он так рано ушел. Не выдержало сердце. Хотя он вроде занимался и спортом, вел здоровый образ жизни. Но почему-то вот рано. То есть это вопрос получается. Да, вопросительный большой вопрос. Почему же так он рано ушел? Ну, мое мнение такое, что из-за земли чувашской, которая
Он защищал нашу землю, наш народ, чтобы... То есть земли, которые по проекту ТОР, Да, территория опережающего развития, Москва решила запустить в это самое пчелиный рой. Пчелы-то несут мед, да. осу, ос китайских ос. Как вы думаете, вы согласны с таким определением? Да. Наверное, это в первую очередь из-за этого все. Он не хотел пустить китайцев. Ну, его заставляли. Но вопрос думаю, возникает, а мы разве не могли, вот, скажем, сами построить те же комплексы? Да. Я вот всегда удивлялся, как это. Да, китайцам мы- можно, а своим нельзя. Да, мы сами могли это все делать. У нас есть люди, и теперь есть и финансовые, не то что 90-е годы, денег не было, а сейчас финансы есть люди богатые, мы же сами могли все это строить. И потом чувашский народ, это же всегда были земледельцы, хлебопашцы. Да, это самый, я думаю, он через себя, опять же, пропускал это, он переживал за это, то, что вот чуваши земледельцы сами могут работать, Да, а тут да. навязывают других Да, китайцев, например. да. Мы сами можем. Посмотрите, сейчас новые комплексы появились. Какие комплексы? Картинка. Мы же, значит, можем сами. А зачем других пускать? А если китайцев мы сейчас запустим, сегодня 10 человек, завтра будет их 100. Через год-два будет 1000 тут. А куда мы? А через 20-30 лет это станет Китайской республикой. Китайской республикой. Нам придется уехать отсюда. Китайцы это очень сложный народ, хитрый, тяжелый народ. Это когда они сюда придут, мы их никак не выгоним. Все. Это придется нам уйти отсюда, с этих земель. Да. Мне кажется, Игнатьев это понимал. Поэтому я считаю, что он... Несомненно, понимал. Да. Поэтому он патриот настоящий. Я считаю, что он герой чувашского народа. Герой. В честь него надо называть улицы, площадя, вот эту арену, Чебоксары-арена, и имени Игнатьева, я думаю, надо назвать. Потому что он это построил. Ледовый дворец, это же Да, его хоккейная заслуга. команда Чебоксары, которая хорошо играет, это его заслуга. Поэтому, я думаю, в честь него надо назвать Чебоксары-арена. Ледовый дворец имени Игнатьева. Да, Ледовый дворец имени Игнатьева. Доктором права Аль-Балуи Басам знаком еще с 90-х лет. Он к нам приехал с далекой Палестины, поселился в Чувашии, здесь и женился. Взял замуж чувашскую девушку, красавицу. И все эти годы дружил с нашими деятелями культуры, искусства. Во-первых, я хочу выражать соболезнования его семье, родных, близких, чувашскому народу, всех, кто его знал. Посольство государства Палестина в Российской Федерации. Было письмо соболезнования его превосходительству, временно исполняющему обязанности главы Чувашской Республики господину Николаеву Олегу Алексеевичу с глубочайшим уважением и признательностью. От имени президента государства Палестина господина Махмуда Аббаса и от палестинского руководства обращаюсь к вашему превосходительству и в вашем лице правительству, дружественному народу Чувашской Республики, понесенному большую утрату с глубоким соболезнованиями в связи с кончиной его превосходительства, бывшего главы Чувашской Республики, господина Михаила Игнатьева. Да пребудет с ним милость Всевышнего. Желаем семье усопшего, его друзьям, близким, терпения и благополучия. Разделяя вместе с вами эту большую утрату, мы признательностью вспоминаем покойного как большого деятеля, вспоминаем его благородную позицию поддержки справедливого дела нашего народа и то радушное гостеприимство, с которым он принимал палестинского президента Махмуда Аббаса,
и палестинской делегации во время их визитов в вашу дружественную Чувашскую республику. С глубочайшим уважением и признательностью, Нафаль Абдельхавис, чрезвычайный и полномочный посол государства Палестина Российской Федерации. Олег Соколов, дорогие мои зрители, вы его должны помнить. От вас слово. Как представитель чувашского народа вы вправе сказать. Сегодня уж не знаю, что и говорить, и стоит ли говорить. Наш народ достоин хорошей жизни. Наш народ чрезвычайно трудолюбивый, чрезвычайно порядочный. Дай Бог, чтобы экономическая, политическая ситуация в нашей республике, в нашей стране, в России и вообще во всем мире обстановка улучшилась. Все народы зажили лучше, чтобы не было войны, чтобы в достатке. Это, конечно, идеализирую, может быть, а все равно недостатки будут. Главное ведь самочувствие каждого человека внутри. Я вот так думаю. Дай Бог, чтобы в душе у каждого человека эта крепость духа было спокойствие. И храни Господь каждого гражданина нашего чувашского отечества. Спасибо. Вот мы тут стоим. Для прощания Игнатием людей пропускали вот справа с центрального входа. А вот здесь Провожаем последний. люди создали зеленый коридор. Здесь ждали. Здесь ждали выноса Игнатьева, чтобы попрощаться с ним навсегда. Но вдруг неожиданно народ побежал вот влево, и оказывается, оттуда поехали, оттуда вывезли. Так люди остались, не попрощавшись, на улице, по христианским правилам. Сказали бы вот здесь, отсюда. Ну все, уехали. Все на Богданку увезли отсюда, да. Все нормально. А вот и детские площадки, которые в свое время Игнатьев Михаил Васильевич, будучи главой республики, постарался, чтобы в каждом дворе были такие площадки. Вот они стоят. Вот и человек занимается спортом. Вон в углу, в правом углу. Все тут есть, все приспособление для детей, для людей. И взрослые, и все могут позаниматься.